Литературный критик, писатель, педагог, наставник молодых писателей. Его называли ингушским Белинским. Широко известный не только в нашей республике, но и за ее пределами литературовед Абу Мальсагов родился 12 сентября 1937 года в селе Гамурзиево. В 1962-м он с отличием окончил историко-филологический факультет Чечено-Ингушского государственного пединститута, а в 1966-м аспирантуру дагестанского филиала Академии наук СССР. С тех пор беспрерывно работал в области науки и просвещения, в том числе и в средствах массовой информации. Трудился главным редактором и первым замом председателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию ЧА-СССР. Заслуженный учитель Ингушетии и почетный работник культуры Российской Федерации был удостоен высшей награды республики – Ордена за заслуги. Он был заслуженным деятелем культуры России, прежде всего. Член Союза писателей России, член Союза писателей СССР. Много званий было чечено-ингушского уровня. Это был очень разноплановый человек. Абу Увейсович Мальсагов плодотворно трудился над сохранением и исследованием ингушского фольклора, изучением сложных проблем зарождения и развития ингушской литературы. Только в чечено-ингушском книжном издательстве в различные годы издавались его такие актуальные книги, как «Ингушский фольклор», «Путь к зрелости», «Рассказы о Цагене» и многие другие. Они сыграли определенную роль в ознакомлении с ингушской культурой, фольклором и литературой не только ученых, но и читателей многих народов мира. Такая тяга к просветительской деятельности у Абу Мальсагова неспроста. Его всегда окружали люди образованные. В 70-е годы он представил ингушский фольклор в антологии народов СССР. Затем надо сказать, что ведь он не просто стал таким разносторонним, очень опытным и в то же время вдумчивым специалистом. Он вышел и входит в плеяду легендарных, знаменитых Мальсаговых со стороны отца и со стороны матери Осиевых. То есть у него было у кого учиться и на кого равняться. Делом жизни Абу Увейсовича была литературная критика. Десятки школьников, студентов, аспирантов и учителей могут найти полную картину о том или ином ингушском писателе именно благодаря его трудам. Мне кажется, он единственный в истории ингушской литературы человек, который полнокровно, масштабно, профессионально ответил на вопрос, кто есть кто в ингушской литературе. И те книги, которые сейчас издаются, я имею в виду в плане литературной критики, библиографического справочника, они зиждятся на его работах. Последним детищем Абу Мальсагова стал журнал «Литературная Ингушетия», вобравший в себя 200-летнюю историю ингушской литературы. Его титанический труд повествует обо всех писателях-ингушах, творивших с конца XVIII столетия. Мы долгое время, начиная с 1993 года по 1997 год, оставались без журнала литературного. Говорят, можно жить без Конституции, а без литературного издания нельзя никогда. Без этого издания мы бы не смогли сказать о том, что у нас есть вот такого плана писателя, другого, третьего и так далее, и так далее. И потом это же большой стимул, когда тебя печатают в журнале, в единственном. Я помню лица тех ребят, которые приходили в литературный журнал и узнавали о том, что их напечатали. Это была удивительная картина. Абу Увейсович Мальсагов ушел из жизни после скоротечной болезни 19 марта 2007 года. Ему было 70 лет. Это один из тех редких людей, которых неким сегодня заменить. Хадиджа Евлоева, Абдулла Тангиев, Магаз 24.